Хорошо, дорогие. Tātad, dārgie, Я люблю Иисуса. es mīlu Jēzu. Ты любишь Иисуса? Tu mīli Jēzu? Закричи: Иисус, люблю тебя. Kliedz, Jēzus, es mīlu tevi. Да. Иисуса надо любить всей жизнью, всем сердцем, всей душою, всеми мыслями. Jēzu ir jāmīl ar visu savu dzīvi, visu savām domām, ar visu savu sirdi. Есть 3 истории в Библии, Ir 3 stāsti Bībelē, которые нас учат очень важным, ценным моментам. kuri mums māca par ļoti vērtīgu patiesību. И я хочу каждую из них вникнуть Un es gribu katrā no viņiem и вместе с вами порассуждать. vniknуть, tā kā Iedziļināties. un ar jums izrunāt to. Да. Давайте мы прям прочитаем их. Izlasīsim 3 разные истории, 3 dažādus stāstus, говорящие нам об одном bet kas runā par vienu, и говорят о силе и могуществе и власти, kas runā par varu, spēku и одновременно о именно ревности или стремлении, или жажде, или вере, или изобретательности в вере. Tātad par greizsirdību, par tiekšanos. Да, все правильно. Jā. Да, и о изобретательности в вере. Un kā tas ir Как будет? Да, издом. Izdoma. Jēzu. Да. И я хочу, чтобы мы с вами просто, я вот поделюсь, а потом вы повникайте, пожалуйста, дома. И я надеюсь, Es ar jums padalīšos, un tad jūs arī apdomājiet to mājās. и я надеюсь на вашу изобретательность, Un es ceru uz jūsu izdomu, что вы дойдете дальше, пойдете дальше и глубже. ka jūs iesiet tālāk un dziļāk. И вы продемонстрируете нечто большее. Un jūs demonstrēsiet kaut ko vairāk. Дорогие, давайте честно, кто верит, Dārgie, būsim atklāti, tad kurš tic, кто верит, что есть что-то больше? kad ir kaut kas vairāk? Кто верит, что то, что написано в Библии, Kurš tic, ka tas, kas ir rakstīts Bībelē, что делали апостолы, to, ko darīja apustuļi, что делал Иисус, ko darīja Jēzus, что есть больше всего этого? ka ir kaut kas vairāk par šo visu. Давайте будем честными. Būsim Мы еще atklāti. не сделали того, что они сделали. Mēs vēl neesam darījuši to, ko viņi darīja. Нам бы надо поспешить. Mums vajadzētu И pasteikties. я вам скажу, что это возможно. Un es teikšu, ka tas ir И я вам iespējams. скажу, что это легко. Un es teikšu, ka tas ir И viegli. я вам скажу, что это доступно. Un es teikšu, ka tas ir pieejams. И я скажу, что это может любой из вас. Un es teikšu, ka to var ik viens no Это jums. можешь ты, Вика. Un to varu es, Vika. Да, это можешь ты. To vari tu. Это может самый маленький там из них. To var pat tas mazākais no viņiem. Самый старый здесь находящийся. вecākais, Я думаю, не kas то, что šeit старик, atrodas. как старик, а Es nedomāju, kā возраст, vecs, как то, что пусть тебе ты самый старший lai arī tu esi здесь. pats vecākais šeit, Это можешь и ты. to var arī tu. Это может любой. To var ik viens. Ну, слава Господу. Slavu Dievam. 1,5 человека согласились. Pusotrs cilvēks piekrīt. 2,5 хорошо. 2,5 labi. Это реально возможно, дорогие. Tas tiešām ir iespējams. Чем больше я в это вникаю, Jo vairāk es tajā чем iedziļinos, больше я понимаю, что нету преград. jo es vairāk saprotu, ka nav robežu, nav šķērsļu. Нету преград. Nav šķēršļu. Я повторюсь, Es то, atkārtošos. что я сказала в начале. To, ko es teicu sākumā, Неважно, кем ты являешься, ir pilnīgi vienalga, kas tu esi, где ты kur tu работаешь, strādā, чем ты занят, ar ko tu esi aizņemts, замужем ты или нет, precējies vai nē, имеешь ты жену, мужа или vai не tev ir имеешь. vīrs vai sieva. vai nav. Абсолютно не важно. Absolūti tas nav svarīgi. Есть что-то больше. Ir kaut kas vairāk. Не просто что-то. Ne vienkārši kaut Конкретные kas, вещи. bet konkrētas lietas. Конкретные вещи. Konkrētas lietas. Конкретно чудеса. Konkrēti brīnumi. Конкретно сверхъестественные чудеса. Konkrēti pārdabiski brīnumi. Сверхъестественного. Pārdabiskā. Больше. То есть, Vairāk par смотри, это pārdabisko. вот есть сверхъестественное, Tad ir šis pārdabiskais, а есть сверх. bet ir virs vēl šī pārdabiskā. Да, 100%. Jā, Есть 100%. Tad ir сверхъестественного. virs šī pārdabiskā. Есть, дорогие. Tad ir, dārgie. Я знаю, что я сейчас будем читать, я знаю, что вы эти истории знаете. Es zinu, ka jūs šos stāstus jau ziniet.
Но я 100% уверен, что никто из нас не задумался об одном. Bet es esmu 100% pārliecināts, ka neviens no mums neaizdomājas par vienu lietu. Кто был источником или очагом, Kurš bija avots или автор vai autors, тому, что это чудо произошло? kad šis brīnums notika? И я вас уверяю, это был не Бог. Un es jūs pārliecināšu, ka tas nebija Как бы вы Dievs. не были удивлены. Lai cik jūs pārsteigti Это būtu, был человек. tas bija cilvēks. Это был человек, Tas bija cilvēks, который был без надежды. kurš bija bez cerības. Если у тебя все плохо, Ja tev viss ir slikti, счастливый ты человек, я говорю тебе. laimīgs tu cilvēks. Я тебе говорю, тем больше будет чудо. Es saku, jo vairāk Если būs нету brīnums. выхода, Ja nav тем izdevies, больше будет чудо. jo lielāks Я būs тебе brīnums. отвечаю, Es tev если у saku, тебя еще все плюс-минус, ja tev vēl viss tā бедный ты plus человек, mīnus, чудо будет плюс-минус. tad brīnums būs plus mīnus. Дорогие, я слышал проповедь, Es dzirdēju vienu и я не буду sludinājumu. отсылаться, кто, откуда, где, зачем, вообще никого не буду обсуждать. Es nevienu neapspriedīšu, kas, Что kur, kāpēc. исцеление Kad dziedināšana зависит суверенно от Бога. ir atkarīga tikai no Dieva. И эта проповедь родилась не поэтому, 100% уверяю вас, Бог свидетель. И эта проповедь не будет. Не родилась из-за того, как окей. вопреки этому этой Un проповеди. šīs vārds neradās tāpēc, ka, dēļ tā vārda, ko dzirdēju. Нет, я просто вникал в Писание. Es vienkārši gremdējos Просто rakstos. вникал в чудеса. Vienkārši gremdējos И я brīnumus. увидел, Un es ieraudzīju, что чудо kad brīnums исцеления dziedināšanai зависит от человека. ir atkarīgi no cilvēka. И я уверен, что когда я буду просто проговаривать эту историю, вы вспомните сразу уйму других историй в Библии, где оно зависело от человека. Tad, kad es runāšu par šiem notikumiem, kas nav saistībā tā kā ar cilvēka ietekmi, jūs atcerēsiet, ticību, jūs atcerēsieties stāstus, kuri bija atkarīgs no cilvēka Да, ticības. где человек вызывал Kur cilvēks sauca, происшествие чуда. lai notiktu šis brīnums. Давайте читаем. Lasam. И я знаю, я уже недавно говорил, но я хочу вместе с вами. Bet es gribu lasīt ar jums kopā. Давайте сегодня это возьмем местописание из Матфея. Tas būs no Mateja evaņģēlija, Да, 9 глава. 9. nodaļa. Когда он говорил сие, подошел к нему некоторые начальники, кланяясь, это Иаир, да, и кланяясь ему, говорит: дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, руку только одну, и она будет жива. И встал Иисус, пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе. Это ключевое, услышьте. Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Тут можно даже остановиться. Jā, tad 18. pāns. Jēzum ar viņiem vēl runājot, redzi, viens vecākais nāca un nometās ceļos viņa priekšā un sacīja: mana meita nu pat nomira, bet nāc uzliec viņai roku un tā dzīvos. Jēzus piecēlās, sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem, un redzi, kāda sieviete, kas 12 gadus slimoja ar asiņošanu, pienāca no mugurpuses un pieskārās viņa drēbju malai. Viņa pie sevis sacīja: ja vien viņa drēbēm pieskaršos, es kļūšu vesela. Все ли знают эту историю, как она описана в Луки? Vai visi zina, kā šīs notikums Давайте, rakstīts дорогие. Lūkas evaņģēlijā? Честно, знаете? Jūs godīgi, jūs Вы zināt, помните, да? jūs atceraties, Что с этой женщиной было и сколько лет она страдала? kas bija šo sievieti un cik ilgi viņa ciet? Начинается история из того, что к Иисусу приходит начальник. Sāk šis stāsts ar to, ka pie Jēzus atnāk viens no vecākiem. Не, начальник. Priekšnieks. Да. Okay. И вы знаете, да, что к Иисусу было трудно вообще-то подойти, потому что много людей за ним следовало и хотели к нему, с ним пообщаться, чтобы он возложил руку и помолился и так далее. Un jūs zināt, ka patiesībā bija ļoti grūti pieiet pie Jēzus, jo viņam apkārt visu laiku bija daudz cilvēki. И когда дети хотели, то ученики вообще возбраняли подойти, помните, да? Un tad, kad bērni gribēja pieiet, tad mācekļi vispār tā kā mēģināja viņus turēt tālāk. А в фильме «Избранный», Bet filmā Izbranie. izredzētie, то есть знаете этот фильм «Chosen», да? jūs zināt to filmu? Там вообще апостолы как бодигарды там защищают vispār, Иисуса такие все прям. Jā, tie mācekļi ir kā tādi Не допускают людей. Да. miesas sargi, kas То nelaiž есть там просто cilvēkus klāt. визуально показано, как оно возможно могло быть. Tur vienkārši vizuāli tiek parādīts, Я в это reāli, верю. kā tas varēja būt. Я Un верю, es tam что так ticu. могло быть. Un es ticu, ka tā varēja būt. Петр сразу
Почему же он вытащил меч, помните, да? Kāpēc viņš izvilka toreiz uzreiz Да, tikās ну вот, так вот, а тут zobenu? начальник. Bet šeit priekšnieks, Ну как же, а начальника знают все. bet priekšnieks zina visi. Конечно, как же, милости просим, на, подходи к Kā tad Иисусу. viņam jālūdz, У lai тебя lūdzu просьба tev есть? Да, Jēzus. пожалуйста, дочь. Tev ir jautājumi, Давай, vēl конечно, meita, подходи. tad lūdzu Поэтому я говорю, droši. если у тебя еще плюс-минус все окей, ну, Ja tev vēl visi plus mīnus ok, tad это еще так, это Tas лайт-версия тогда. Если у тебя все плохо, ja tev viss ir если slikti, у тебя нет надежды, ja tev nav cerības, и надежда, которая была, уже сдохла, Un прости, tā я это cerība, грубо скажу, просто kas сдохла tev bija уже. jau vienkārši nosprāga, es atvainojos, ka es tā saku, Да, значит, у тебя все очень круто, tad tev viss ir ļoti потому что чудо будет крутое. tāpēc, ka brīnums būs krūts. Смотрите, два разных человека, Redziet, divi dažādi cilvēki, два разных человека. divi dažādi cilvēki. Один имеет доступ, Vienam ir pieeja получает свое чудо, un saņem savu второй brīnumu, не имеет доступа. otram nav nekādas Вы должны pieejas. понять, женщина страдает кровотечением. Jums ir jāsaprot, ka sieviete cieš ar asiņošanu. Все, что можно, Viss, kas var прилепилось и прицепилось к ней. pielipināties viņai, viss tas ir pielips. Во-первых, по закону она не имеет права заходить в общество, Pirmkārt, viņai nav tiesības iet sabiedrībā, потому что она нечиста. tāpēc, ka viņa Она даже netīra. не имеет права общаться со своей семьей. Viņai pat nav tiesības komunicēt ar savu Она ģimeni. должна жить вне стана Viņai jādzīvo ir ārpus, общества. То есть, ну, ārpus sabiedrības. значит, она отвержена, Tātad viņa ir atraidīta. лишенная, Viņai ir оставлена. atstāta. Она одиночка. Viņa ir vientuļniece. Муж к ней войти не может. Vīrs pie viņas iet По nevar. закону не имеет права Pēc во время likuma nevar. очищения или кровотечения входить. Не Tāds ir имеет. likums, kad asiņošanas То есть она laikā лишена nevar. во всем. Viņa dzīvoja visā. Bija Ли- lēmta лиш- visa. Да, она обращается к врачу, все, что имела, имение потратила. Visu savus ietaupījumus viņai Значит, griezās уже pie ārsta un нищая. iztērēja. Tātad viņa ir arī nabadzīga. Еще раз посчитайте со мной вместе. Tad skaitiet ar maniem kopā. Отвержена, Atraidīta, заниженная самооценка, zemes pašvērtējums, нищая, nabadzīga, больная, slima, отрезанная от общества. nogriezt no Ну давайте sabiedrības. еще, что еще можно добавить? Ko Давайте mēs vēl varam усугубим pielikt? историю. Ну так есть. Pasliktināsim vēl situāciju. Ну что еще? Kas vēl? Не жена. Да, то есть де юре жена, де факто никто. De jure tā kā sieva, bet de facto nekas. Ну мы не знаем, там не сказано, но просто Tur рисуем nav картину, teiks, если mēs было... nezinām, bet mēs vienkārši Дети jāuztver. есть, не имеют права обнять Ir детей. bērni, bet nav tiesības apskaut savus Дети, bērnus. зная закон, говорят, нам мерзко, мы не можем, нечистое, ибо кто прикоснется, нечист будет. Bērni cīņš no noteikumu, kad, ja viņi pieskarsies, viņi paši kļūs netīri. За хлебом не сходить. Pēc mājas nevar aiziet. А если кто-то даже принесет, то через окошко закидывают издалека. Bet, ja kāds atnes, tad no attāluma met pa logu Вы iekšā. понимаете? Jūs saprotat? Дома душа нет. Domāšana? Душа нет. Mājās dušas В то время nav. там не было. Tajā laikā nebija. Значит, за водой сходить, где все ходят, nельзя. Tad iet pēc ūdens, kur visi gāja. nevar. Прикоснуться к источнику, весь источник нечист. Ja pieskarsies avotam, viss avots būs Значит, netīrs. бомж уже. Tātad Нечистое, уже может пахнуть netīra, нехорошо. varbūt jau Я arī не знаю, nesmažo labi. поймите, я не утверждаю, что это так. Es nesaku, ka tas tā Я ir. просто рисую с вами картину наихудшую. Es vienkārši zīmēju šo sliktāko ainu. Когда кто-то из нас побывал в депрессии, в унынии, без денег, кто-то побывал там Kad когда-то, kāds no mums ir bijis kādā depresijā bez и naudas, viss шансов slikti, нету, un ka tev nav и cerības, никто тебе не хочет un помочь, neviens tev negrib palīdzēt. некому помочь. Nav kam palīdzēt. Начальнику всегда бегут помогать. Priekšniekam vienmēr skrien palīdzēt. Может, отвалит что-то там. Varbūt kaut kas atbirs no Да, ну это же начальник, значит, tā. Kā и priekšnieks средства есть. ir līdzekļi. Я шучу, вы понимаете, да? Es jokoju. Jūs ar kas Видите, saprotat? драгоценный, эта женщина Jūs redzat, šī sieviete сама в себе pati sev, это знает. viņa zina to. Она не просто знает. Viņa nevienkārši Она zina. 12 лет живет этим. Viņa 12 gadus dzīvo tajā. Скажите, пожалуйста, Sakiet, lūdzu. это твердыня, Sakiet, tas ir уже образовавшаяся cietoksnis, внутри? kas jau ir izveidojies И, iekšā. возможно, мысли переплетаются, Un varbūt šīs domas jau savijās, крустойся, skrustojās. с тем, что может просто покончить жизнь самоубийством. Varbūt jābeidz savu dzīvi ar pašnāvību, Подожди, но по закону нельзя. bet pēc likuma nevar. Ну а смысл жизни, если я ничто, никто, никому, зовут меня никак, я никто? Bet kāda ir dzīves jēga, ja neko nevar, nekā Заметьте, тут nav? даже имя ее не говорится. Jūs redzat, te pat viņas vārds nav rakstīts. Настолько она была
отвержена. Tik ļoti viņa bija atraidīta, Настолько она была нищая. tik ļoti viņa bija Я не nabadzīga. говорю только о финансах, Es nerunāju tikai par а finansēm, состояние души. bet vēseles stāvokli. Задумайтесь, дорогие. Aizdomājieties, И dārgie. тут вдруг она слышит про некто кого-то Un te viņa pēkšņi dzird par kādu по имени Иисус, vārdā Jēzus, который исцеляет от Куж- всякой болезни. dziedina no visu veidu slimībām. Она знает, что есть Вифезда. Viņa zina, kad ir Bethesda. Она знает, Viņa что zina, если приду туда ja aiziešu tur, и первое вскочу в воду и исцелюсь, потому что она живет там и в том месте. ka ja той viņa pirmā окрестности. iekāp šajā ūdenī, ka viņa būs vesela, jo viņa dzīvoja tajā Потому что vietā. ангел возмущал воду. Tāpēc, ka eņģelis Но по sakustināja ūdeni, закону bet pēc не likuma имею права туда прийти, потому что забьют меня камнями сразу. viņai nav tiesības tur iet, jo viņu nomētās ar akmeņiem uzreiz. И тут она слышит про Иисуса. Un te viņa dzird par Jēzu. И она понимает, что если я кому-то передам, Ja viņa saprot, ja es kādam nodošu, попросите Иисуса, чтобы подойти и исцелиться мне. paprasiet Jēzum, lai kāds pasaka viņam, lai viņš pienāk. un Она izdziedina понимает, mani. что ей скажут. Viņa saprata, ko viņai Иди pateiks. нечистая, ух! Ej prom nešķīstā. Ну, не так ведь? Vai te ne tā? И она понимает, что есть источник, Un viņa saprot, ka ir avots, есть сила, ir spēks, есть власть, ir vara, есть кто-то, ir kāds, кто демонстрирует все это. kas to visu demonstrē. Но доступа у меня к нему нет. Bet pieejas man pie viņa По nav. закону я не имею права. Pēc likuma man nav tiesības. Я не могу. Es nevaru. И она говорит сама в себе. Un viņa saka pati sev. Смотрите, мысли. Redziet, domas, Вопреки всему. neskatoties ne uz ko. Я специально рисовал так мрачно все. Es speciāli tik drūmi visu zīmēju, Потому что вы увидели, что шансов нету. lai jūs redzētu, ka vienkārši Просто cerības, шансов нету. iespējas nav. Но она цепляется за одну единственную надежду. Bet viņa pieķerās vienai vienīgai Давайте я скажу cerībai. по-другому. Teikšu savādāk, Когда надежды нет, kad cerības nav, она находит надежду. viņa atrod cerību. Когда надежды нет, Kad cerības nav, когда выхода нет, kad izējas nav, когда все мрачно, kad viss ir drūmi, она находит viņa atrod одну единственную волосинку. vienu vienīgu Маты. matiņu. Я знаю профессионального снайпера, он пастор. Es zinu tādu profesionālo snaiperu, kurš ir Был mācītājs. в прошлом снайпером. Viņš kādreiz bija snaipers. Воевал в 2004 году в Ираке. Karoja Irākā 2004. gadā. За него, потом, когда он вернулся в Латвию, Kad viņš atgriezās Latvijā, от того стресса, что он там переживал, no tā stresa, ko viņš tur piedzīvoja, вернулся в спокойную Латвию, atgriezās mierīgajā у Latvijā. него начались 8 припадков эпилепсии в день. Viņam sākās 8 epilepsijas lēkmes dienā. В месяц 3 это уже много. Mēnesī 3, tas jau ir daudz. Он шел на переходе, падал, его машина могла, и переезжала даже по ногам, там порой ноги ломала. и Viņš всё такое. gāja pāri pārējai, Un un придёт viņš к нам, vienkārši он krita, расскажет. un mašīnas brīžam bija tā, ka И в pārbrauc Салдусе за него молились молодежь пятидесятники. Un saldu viņu par viņu lūdza vasaras svētkus. Да. Jaunieši? Да. Jaunieši. Я только не понимаю, почему он в баптисты попал, раз пятидесятники молились. Ну Если ладно, это конечно. шучу. Nesaprotu, kāpēc viņš baptistos nokļuva. Я имени не говорю, нельзя, не буду говорить, да? Это просто. Es vārdu neteikšu, tas vienkārši. Класснейший человек. Люблю его, уважаю, общаюсь с ним. Runāju Он ar viņu. меня обнимает даже первый. Я Viņš man apskauj баптист, но pirmais. я люблю его Viņš ir очень. baptists, bet es Я viņu ļoti mīlu. ценю его, на самом Es деле. cienu Благодарю viņu Бога за Un него. pasakos Dievam par viņu. И поэтому у меня нет ничего претензий к баптистам или адвентистам или Un man методистам. nav Всё равно. nekādas pretenzijas ne par baptistiem, adventistiem Люблю братьев и Милу сестер во savus Христе brāļus Иисусе. un māsu Jēzu Так Kristu. вот, так вот. Да, сейчас. Так вот, что он сказал. Что Ko его viņš учили. teica? Ko viņi mācīja? Когда нет выхода, Kad nav izējas, есть как минимум 3 выхода. ir kā minimums Когда ты 3 окружен, izējas. Kad tu esi aplemts и выхода больше нет. un izējas vairāk nav, Старший им говорил, vecākais viņam teica, кто учил их, kas viņu mācīja, говорит, есть как минимум 3 ir выхода. kā minimums 3 Вот в izējas. этой истории самое главное это. Un šajā stāstā tas ir pats Когда galvenais. выхода нет, Kad izējas nav, когда кажется все tупо и kad мрачно. viss liekas ir drūmi. Дорогие, эта женщина, я думаю, никто из нас не был в такой ситуации. Es domāju, ka šī sieviete neviens nebija tādā situācijā. Но если она наша... Позвольте мне сказать так. Ļaujiet man pateikt tā. Только не обижайтесь. Tikai neapvainojieties. Она будет нам судьей.
viņa būs mums tiesnese. Потому что если у нас проблема, и мы до сих пор в проблеме, Tātad, ja mums ir problēma, un mēs vēl joprojām esam problēmā, значит, не Бог, а мы не нашли выхода. tad nevis Dievs, bet mēs neesam Потому atraduši что izēju. она показала нам, Jo viņa mums что parādīja, в самой безнадежности ka vislielākā bezcerībā она нашла надежду. viņa atrada cerību И думала сама в себе, un domāja sevi, если только прикоснусь. ja tikai Не к pieskaršos. Иисусу, Ne Jēzum, не к Иисусу. ne Jēzum. Вы согласны со мной? Jūs piekrītat? Не к tam? Иисусу, Ne Jēzum, к одежде, drēbēm, к краю одежды, drēbes malai, к краю одежды. drēbes malai. Если только прикоснусь. Ja tikai pieskaršos. Послушайте. И Paklausieties. потом мы пойдем дальше, вы поймете, что даже в одежде Иисуса есть Un сила. mēs iesim tālāk, un jūs sapratīsiet, ka pat Jēzus apģērbā ir spēks. Потому что он пропитан Богом. Tāpēc, ka viņš ir Песуется. piesūcināts ar Dievu Отцом. Да? tēvu. Дорогие, мы знаем, что она получает исцеление. Un mēs zinām, ka viņa saņem dziedināšanu. И мы знаем, что она пряталась, была, наверное, в капюшоне. Un mēs zinām, ka viņa slēpās. Nu, Viņa droši vien bija kādā Потому что kapucī, ее, наверное, знали, она боялась, чтобы ее не узнали, да? jo viņa baidījās, lai viņu neuzzina. И поэтому она Un tāpēc viņa делает это тайком. to dara slepenībā. Иисус почувствовал Jēzus jūta, силу, исходящую из него. kad spēks izgāja no viņa. Некто кто-то сказал, что это первое, самое официально зарегистрированное в Библии воровство помазания. Un ir teikts, ka šis ir pirmais oficiālais stāsts, kur tā kā tiek zakts šis svaidījums. Она воровка. Viņa ir zagle. Она украла у Иисуса помазание. Viņa nozaga Jēzum Ну, svaidījumu. сила изошла, он сам это подтвердил. Spēks izgāja, viņš pats to teica. Но заметьте, давайте чуть-чуть отклонюсь, дорогие. Bet es nedaudz novirzīšos. Запомните это Atcerieties to. на все свои дни жизни. Visās savās dzīves dienās Иисус не был закрыт. Jēzus nebija aizvērts. Сила и помазание выходить могло в любое время, в любом месте для любого человека. Spēks un svaidījums varēja iziet jebkurā brīdī, no Подумайте jebkurā об этом. vietā, jebkurā laikā. Иисус не был закрыт. Jēzus nebija aizslēgts. Кран не был закрыт. Krāns nebija aizgriezts. То есть, послушай еще раз, послушай еще раз. Klausies vēlreiz. Услышь, пожалуйста. Dzirdi, lūdzu. Иисус вчера, Jēzus vakar, сегодня šodien и вовеки тот же. un mūžīgi viens un tas pats. Если она пришла, по закону не имела права, получила исцеление, то что можешь забрать ты? Tad, ja viņa atnāca, ka viņai nebija tiesības atnākt un saņemt šo svaidījumu, tad ko tu vari vēl Но saņemt? Иисус демонстрирует, что она забрала, и Он позволил. Он говорит, иди, вера твоя спасла. Он Yes. утвердил это. Demonstrē, viņš rāda, tu esi saņēmis šo ticību, tu vari iet Мы uz dziedinājumu. нигде больше про нее не читаем. Mēs vairāk nekur par viņu Мы не nelasām. знаем, кем она стала. Mēs nezinām, par ko Мы viņa не kļuva. знаем, она пошла ли других таких же женщин исцелять. Не Mēs nezinām, vai знаем. viņa aizgāja varbūt citas tādas sievietes dziedinājumu. Библия Mēs больше о nezinām. ней не говорит. Bībele vairs par viņu nerunā. Но факт, Bet fakts, что доступ ka pieeja открыт, ir atvērta, доступ pieeja открыт. ir atvērta. Ты меня слышишь? Tu mani dzirdi? Помазание, Svaidījums, сила spēks доступно. ir pieejama. 7:24. 27, 8:20, 8:32. 8,32. 8:32 доступно. 8,32 pieejama. На 8-м дне в 7-дневной неделе можешь получить свое исцеление. Да, сверхъестественное. Дорогие, вы слышите? Dārgie, jūs dzirdat? Доступ есть. Pieeja ir. Если что-то, я знаю, что возможно, я так чувствую, надо это сказать. Es jūtu, ka vajag pateikt. Возможно, что для кого-то неприятно, что я так как бы нападаю чуть-чуть. Varbūt kādam ir nepatīkami, ka es tā kā uzbruku nedaudz, Но я хочу вам сказать, bet es gribu jums если в pateikt, твоей жизни до сих пор есть проблема, ja tavā dzīvē ir vēl joprojām kāda problēma, ты сам виноват. tu pats esi vainīgs. Эта женщина будет тебе судьей. Šī sieviete būs tev tiesnese. Он говорит фарисеям, Viņš saka farizējiem, царица Савская придет на суд вам. cariene, Савская, я не знаю, которая приходила к Соломону, kas помнишь? nāca pie Salamana, Да. ka viņa būs tiesnese. Вы знаете, что ученые доказали, что когда она увидела богатство Соломона, она упала в обморок?
Ir teikts, ka zinātnieki pierādījuši, tad, kad viņi ieraudzīja Salamana bagātības, viņi nokrita ģībonī. А знаете от чего? Un ziniet no kā? Когда она увидела, как его слуги живут. Jo viņi redzēja, kā viņa kalpi dzīvo. Слуги. Kalpi. Они жили по-царски. Viņi dzīvoja kā cari. Золото было приравнено камню какому-то. Zelts bija vienkārši pielīdzināts kā kaut kādam Так в Библии akmenim. написано. Tā Bībelē ir rakstīts. Не имело ценности. Vispār nebija vērtības. Настолько богатым был. Tik bagāts viņš И bija. она, вот эта царица, которая неверующая, Un šī cariene, kura nebija ticīga, увидев мудрость, redzot šo gudrību, богатство, bagātību, поверила. noticēja. А он говорит, Иисус, то есть дает понять, а тут кто-то больше Соломона, Bet, ja es dodu šo saprašanu, te ir kaut kas vairāk par Salamanu, а вы не верите. bet jūs Поэтому neticat. она поверила, вы нет, поэтому она будет вам судьей. Viņa noticēja, bet jūs ne, tāpēc И viņa теперь būs, давайте применим это tiesnesis. сюда. Tāpēc применим mēs pielietosim to šeit. Если у тебя есть unlimited доступ, Ja tev ir neierobežota pieeja, безграничный доступ, bez limita дорогие, pieeja, еще больше. У этой женщины не было Pat столько, vēl сколько есть у vairāk. нас, потому что в нас Святой Дух. tāpēc, ka mūsos ir Очаг svētais в gars, нас. Очаг в нас. Ačag. Источник Avots ir mūsos. в нас. Avots ir mūsos. И она это получила. Un viņa to saņēma. Давайте честно, дорогие. Вы знаете, когда Būsim приходит godīgi. перемена? Ziniet, kad nāk pārmaiņas? Знаете, давайте, скажите мне, когда в жизни человека происходит перемена? Kad cilvēka dzīvē notiek pārmaiņas? Когда приходит осознание. Kad atnāk saprašana? Когда ты осознал, Kad tu saprati, как же так, женщина мне фору дала. tad, kad tu saprati, sieviete man iedeva, Но она была круче, чем я. viņa bija krūtāka nekā Это es. должно хотя бы тебя смотивировать уже. Tam būtu tevi jāmotivē. И в Луки, когда мы дома прочитайте в Луки эту Un историю, tad, kad jūs mājās izlasīsiet Lūkas evaņģēlijā šo stāstu, сразу после этого uzreiz pēc tā они плывут, viņi peld и ученики ревут. un mācekļi raud. Волны, ветер, Иисус, проснись, спаси. O, vējš, viļņi, Jēzu glāb, И celies обратно эта augšā. женщина дает фору даже 12 ученикам. Un atkal šī sieviete dod viņiem pretī Стыдно? šiem 12 mācekļiem. Kauns. Нет ограничения Nav в ierobežojumu благодати. Идем svētībās. дальше. Ejam tālāk. Идем дальше. Ejam tālāk. Следующая история. Nākamā stāsts. Это Деяния апостолов. Apustuļu darbi. 5 глава. 5. nodaļa. Давайте я прочитаю сначала 16, а потом вернемся выше чуть. Es sākumā izlasīšu 16. un tad mēs atgriezīsimies. Чтобы вы понимали, в чем дело. Lai jūs saprastu, par ko ir Сходились runa. также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Sanāca arī daudzi no Jeruzālemes apkārtnes ciemiem, nesdami slimus un nešķīstu garu apsēstus, un tie visi tika dziedināti. То есть, опять понятно, да, что не хватает только самого Иерусалима. Tad pietrūks tikai pašas Не, ну Jeruzālemes. не хватает того, что там столько людей в Иерусалиме только. Nepietiek tikai ar to, ka tur ir daudz cilvēku, Еще Jeruzālēmē, с окрестных селений. vēl arī no apkārtnes ciemiem. То есть людей много, Tad cilvēku а daudz, Петр один. bet Pēters viens. И что происходит тут? Un kas tur notiek? Читаем. 14 стих. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Arvien Так, vairāk прочитаем. to, kas ticēja, piepulcējās kunga draudzē. Видите, опять же, то есть людей становилось все больше. Jūs redzat, ka cilvēku kļuva vien vairāk un Просто vairāk. давайте мы просто рисуем картину. Vienkārši zīmējam И ainu, Петр один. un Pēters ir viens. Ну, конечно, там ученики верующие, все окей, все окей. Protams, Ну, tur ir просто mācekļi рисуем ticīgie, картину. bet Потому zīmējam что ainu. речь идет о Петре здесь. Jo iet runa šeit par Pēteru. Множество мужчин и женщин. Это так. Daudz vīru un sievu. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Pat slimos iznesa uz ielām un lika uz gultām un nestuvēm, lai Pēterim garām ejot, kaut tikai viņa ēna skartu kādu no tiem. Так вот, смотрите, Петр один. Tad Просто рисуем картину, представляем себе. vienkārši iztēlojamies, zīmējam savu Петр ainu. один, Pēters ir людей viens, много. cilvēku daudz. Они знают, что он ходил с Иисусом Viņš- буквально недавно Viņi еще. zina, ka nesen viņš staigāja vēl ar Jēzu, Что они бесов ka изгоняли. viņi izdzina Иисус demonus. умер, Jēzus nomira, воскрес, augšām cēlās, оставил церковь. atstāja И тут draugu. есть Петр, Un te ir Pēters, столб, stabs, главный в церкви, один galvenais из, да. draudzē, viens no.
Иисус сам сказал ему: «Паси овец моих». Un, И ja es вот pats идет teicu, Петр. gani manas avis, un iet Pēters, И никак к нему не подойти. un nekādīgi pie viņa nevar А нас-то pieiet, много. bet viņu tur daudz. Что же придумать? Ko lai izdomā? Что же придумать? Ko lai izdomā? Ну как бы получить это исцеление через Петра? Kā lai saņem no Pētera šo dziedināšanu? Изобретательность в вере. Un izgudrojums vienkārši ticībā. Что же придумать? Ko lai izdomā? И она думает сама в себе. Un viņa domā par Если sevi. только прикоснуться. Jā, tikai И, pieskaršos. наверное, весь Иерусалим слышал об этом Un laikam чуде. droši vien visi И те Jeruzalem думают: dzirdēja par подожди, šo если она brīnumu. могла, Ja tad, ja viņa что же varēja, нам придумать? ko mums izdomāt? Есть фикс-идея. Tad ir ātrā ideja, Хотя бы тень Петра, если прошла по мне, я бы исцелился. ja tikai Pētera ēna uz maniem kritīs, es saņemšu dziedināšanu. Видите? Redziet, Я не думаю, что Петр придумал: так, народ, я иду, и моя тень вас будет исцелять. Я думаю, там бы вот было. es Простите за domāju, такое ka выражение. Pēters nebija tas, kurš izdomāja tā tauta, es iešu un mana ēna kritīs, jūs saņemsiet Скажите, dziedināšanu. скажите, во всем этом, Sakiet, visā tajā, конечно, Бог 100%, Он целитель, Он. protams, Dievs ir Но dziedinātājs, если мы смотрим 100%. с точки зрения человеческого, Bet ja mēs skatāmies no cilvēka skatu punkta, инициатором, iniciators, вызывающий исцеление был Бог или kas люди? izsauc šo dziedināšanu, Что bija в первой cilvēks vai истории? Dievs, ko pirmā stāstā И в этой vai истории. šitajā stāstā. Кто был инициатором Kurš bija исцеления? iniciators? А Бог отвечал на их изобретательность в вере. Bet Dievs atbildēja uz viņu izdomu ticībā. Дорогие, поэтому я вам бросаю вызов. Давайте, кто круче Tātad придумает es jums что-то. dodu izaicinājumu, kurš ir krūtāks izdomā. Я не говорю вам, что сейчас будем соревноваться. Es nesaku, mums tagad ir Но, jāsacenšas. драгоценные, у нас еще толпы такой нет, чтобы к нам подойти. Bet mums vēl nav arī tik lielas bars, lai Я mēs не об nevarētu этом, вы pieiet. поймите, Bet я не об nestāstu этом. par Я to. хочу поднять вас в веру. Es gribu jūs pacelt ticībā. Я хочу поднять вас в веру. Es gribu jūs pacelt ticībā. Есть нечто большее в Ir Боге. kaut kas vairāk. Первую историю специально я прочитал как первую. Pirmo stāstu es speciāli izlasīju Чтобы kā вы pirmo, понимали, lai jūs saprastu, что нету ограничений, ka nav robežas, рамок нету. nav rāmju. Кран открыт всегда. Krāns ir attaisīts vienmēr. Иисус и не знал, что эта женщина будет прикасаться. Un ja es nezināju, ka šī sieviete pieskarsies, Условно не знал. Он знал, nosacīts всё, nezināju, viņš он jau Бог. visu zina, viņš ir Но я Dievs. вам просто хочу Bet es сказать, vienkārši gribu jums teikt, что по сути-то, да, среди множества толпы, visā šo ļaužu vidū да, есть один, ir viens, кто демонстрирует. kurš demonstrē. Послушайте, драгоценная, куча людей теснит Иисуса, мы читаем. Иисус, о чем ты говоришь? Mēs lasām, kad ja daudzi spiedās Jēzum virsū un mācekļi saka, Jēzus, par ko tu runā? Ученики вообще, послушайте, где-то, я не знаю, где-то в погреб залезли, наверное. Mācekļi vispār kaut kur pagrabāja. Они varbūt вообще ielika. не врубились, в чем речь. Viņi vispār nesaprata, par ko ir runa. Настолько высока была вера женщины, что она поднялась, не знаю, в 50-е измерение, что ученики были только еще у ног Иисуса. Tik liela bija sievietes ticība, ka viņa pacēlās 50. līmenī, kad mācekļi palika tikai lejā. Они такие: о чем ты говоришь, Иисус? Так люди теснятся вокруг тебя, и все тебя торкают и толкают. Они естественно рассуждают. Un viņi mācekļi saka, ko tu runā, Jēzus, visi taču tev spiežās virsū un visi tev skarās klāt. А Иисус даже ничего не стал объяснять. Вы не понимаете. То есть он понял, что это эти в ауте. Un Jēzus pat viņiem neko neskaidroja. Понимаете? Jūs Только saprotat, женщина знала. tikai sieviete zināja. И там написано, она, понимая, что не могла скрыться, Un viņi saprata, ka viņi nevarēja noslēpties. рассказала всем явно, Un что с visiem ней skaidri было. pateica, kas ar viņu Это в bija. Луки написано. Tas ir rakstīts Прочитайте, Lūkas пожалуйста, дома эту историю. Lūdzu, Может, вы izlasiet накопаете šo что-то stāstu еще. mājās, varbūt jūs vēl kaut ko ieraudzīsiet. И вот куча людей из Иерусалима и окрестностей Tad Иерусалима. ir ļoti daudz cilvēku gan no Jeruzalemes, gan apkārtnes ciemiem. И они не могут подойти к Петру. Viņi nevar pieiet pie Но Pētera, они знают, кто такой Петр. bet viņi zina, kas ir Все Pēters. знают. Visi zināja. Потому что в день Пятидесятницы Петр проповедует, и тысячи каются. Jo И все знают, кто Vasarsvētku такой dienā Петр. Pēters sludināja un tūkstošiem atgriezās. И без этого 13 стих. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Un 13. pants, neviens cits neuzrīkstējās viņiem piebiedroties, bet tauta viņus slavēja. И еще 12. Руками же апостолов совершал в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова.
Un 12. pants caur apustuļu rokām tautā notika zīmes un daudz brīnumu. Viņi visi vienprātībā bija kopā Salamana kolonādē. То есть, Tātad народ знал, кто они. tauta zināja, kas Но viņi со ir, стороны боялись подойти. bet citi uzdrīkstējās viņiem Не, piebiedroties. тут написано 13. Из посторонних же никто не смел. Man nav rakstīts, man vienkārši neviens cits. Да, ничего, никто другой. Neviens cits. Значит, надо что-то придумать. Tātad kaut kas ir jāizdomā. Мне нужно мое исцеление. Скажите, нужно твое Man ir исцеление? vajadzīgs, man Тебе vajadzīgs нужно dziedināšana. чудо? Tev ir vajadzīgs brīnums, Тебе нужно tev ir сверхъестественное? vajadzīgs pārdabiskais. Ну как? Ну Есть как? что-то у вас уже появляется, Jums какое-то kaut kas движение, jau, хотя kaut бы kāda чуть-чуть? kustība iekšā rodas, bišķiņ Хотя бы vismaz, чуть-чуть. kaut bišķiņ. Послушайте, тень Klausieties, ēna, – это не одушевленный предмет. tas nav dzīves priekšmets. Я даже не знаю, как это назвать. Es pat nezinu, kā to nosaukt. Как назвать тень? Kā nosaukt ēnu? Как? Kā? Но если она может исцелять. Ja tā var dziedināt. Видите, дорогие, это вера человека. Он поверил в это. Redziet, tā ir cilvēka ticība, viņš Этот noticēja tam. запрос был у них. Tas bija viņu vajadzība. Но еще услышьте меня. Bet vēl dzirdiet mani, Помимо внутреннего желания или запроса или нужды, neskatoties tad uz iekšējo vajadzību, они сделали действия, viņi darīja darbību, соответствующие запросу. kas atbilda šai prasībai. Если хотя бы тень Петра, Ja tikai Pētera ēna, они выносили и viņi, полагали. viņi iznesa un noklāja. Вы понимаете, что если ты начал идти 2 часа, вот, давайте просто представим, 2 часа назад он был здесь. 2 stundas atpakaļ vienkārši iztēlosimies, viņš bija te. Так много было людей, что он не мог пройти, и через 2 часа он уже находится, метров 10-15 прошедший вперед. 2 Просто stundu laikā viņš картина. vienkārši ir pagājis 10-15 metrus. А солнце за 2 часа оттуда уже там. Bet 2 stundu laikā Значит, тень уже в другом saules месте. Была там, no tās puses ir tajā pusē. получается, тень была, если солнце, тень была там, а теперь уже тень вот там. Tad, ja saule bija tur, ēna ir tur. Понимаете? Ja saule ir tur, ēna jau ir tur. Да. Это говорит о том, что все те, кто там лежали, всех надо передвинуть. Tas nozīmē, ka viss, kas tur gulēja, viņš visus ir jāpārvieto. А там написано великое множество. Bet tur ir rakstīts liels Видите, daudzums. какая вера у них Jūs была? redzat, kāda ticība viņiem Давайте bija. посмотрим чуть-чуть еще назад. Paskatīsimies vēl nedaudz atpakaļ. Здесь тень Петра исцеляла. Te Pētera ēna Нам dziedināja. обязательно всех надо переложить, чтобы все попали под эту тень. Mums obligāti visi ir Понимаете? jāpārliek, lai visi Они tiek же šajā слышат, что ēnā. там бесы выходят. Они же не выходят с криком. Viņi dzird, kad dēmoni iziet, jo viņi iziet ar Тут так kliekšanu. написано, что, Да, раkstīts. так. Духами одержимых, которые исцелялись все. Это 16-я последняя строчка. 16. Nešķīst, ka tie visi tika dziedināti. Да, бесы, видите, выходили нечистые духи и исцелились все. Gari izgāja un tika dziedināti visi. Почему драгоценно? Потому что Петр, Kāpēc? когда проходил здесь, его тень проходила, исцелялись люди. Tad, kad viņš gāja garām, viņa И те, которые ожидали, они точно знали, раз он, так значит, там для меня уже шансов kas нет. gaidīja, Мое исцеление. viņi točni zināja, ka Вы būs, ka понимаете? viņa ēna dziedinās arī tos, И kas все priekšā. прославляли их, Un написано. visi slavē viņus. Все прославляли их. Visi slavē viņus. За что? Par ko? За великие чудеса и знамения, которые творил Бог. Par zīmēm un brīnumiem, varaniem, ko darīja Но не Dievs. без людей. Bet ne bez cilvēkiem. И еще одна история. Un vēl viens stāsts. Деяние 19 глава. Apustuļu darbi 19. nodaļa. Бог же творил немало чудес руками Павла. 19:11. Деяние. Dievs darīja neredzētus brīnumus caur Pāvila rokām. Вот это мне нравится. На латышском переводе. Dievs darīja neredzētus brīnumus. У нас на русском так не говорится. Бог творил немало чудес. То есть, много, очень много чудес. Krievalodā ir rakstīts, ka viņš darīja neskaitāmus, ka daudzus Да. brīnumus. А на латышском сказано Bet latviešu valodā невидимых. То есть, таких чудес, которые до сего были еще не виданы. tad latviešu valodā ir neredzētus brīnumus, tad tāds brīnums, kas vēl līdz šim nebija redzēts. Руками Павла Redziet, ar Pāvila rokām Бог совершал таких чудес, которые до того момента еще никто не видел. Dievs darīja tādus brīnumus, kurus vēl līdz šim cilvēki nebija Не так redzējuši. написано, еще раз прочитаю. Tad tā ir rakstīts, Dievs darīja neredzētus brīnumus caur Pāvila rokām.
То есть до того, как Павел начал действовать, Tad līdz tam, kamēr Pāvils sāka были darboties, чудеса и знамения. bija zīmes un brīnumi. Тень Петра ни пень не исцеляла. Pētera ēna dziedināja, И все это видели. un visi to И redzēja, все это знали. un visi to И все zināja, прославляли. un visi slavēja. А вдруг появляется Павел, Bet pēkšņi parādās и Pāvils, появляются чудеса, un parādās brīnumi, которых доселе не видели. kurus līdz šim nebija redzējuši. Вы понимаете? Jūs saprotat? И читаем дальше. Un lasam tālāk. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Аллилуйя. Tā, ka pat uzliekot slimajam sviedrautus un apģērba gabalus, kas bijuši klāt pie viņa miesas, viņi no slimībām tika dziedināti un ļaunie gari izdzīti. Aleluja! А четко написано, что на латышском, Tad skaidri latviešu valodā ir rakstīts. что сведр аутус. Я на русском даже не знаю. Latviešu valodā ir У sviedrauti. нас просто Tas платки. ir to же самое. Не, ну сведр это вот так, вспотел, я протер тогда. Вот. Не, ну да, понятно, но там же жарко, ты ж потеешь, когда тебе замотался, ты потеешь. Не зря написано сведраут. Tad vēl ir rakstīts sviedrauti, jo tu И svīdi droši vien опоясание. strādāji. Да. Так вот именно, я же говорю пот. Вот слышите, пот. Tad sviedri. Я на это указываю. Es uz to norādu. Пот, он пахнет. Sviedri viņai ir smaka. Смердот. Бесы боялись даже пота Павла. Тут Демоны. люди боятся на земле, а там бесы боялись и убегали. Dēmoni pat baidījās Pāvila sviedrus. Не, вы не поняли. Jūs nesapratāt? Болезни боялись. То есть пот это что-то, от чего человек очищается, Sviedri ir kaut kas, no kā cilvēks tiek tā kā attīrīts, освобождается. atbrīvojās. Тело очищается и выходит через пот нечистое. Грязь. Tad no ķermeņa iziet kaut kas netīrs, tā kā tiek attīrīts caur sviedriem. И бесы даже этого боялись. Un dēmoni par to baidījās. Ну, так написано, и злые духи выходили из них. Tā ir rakstīts, ļaunie gari izdzīti. Ну, понятно, что я приукрашиваю немного, дорогие. Nu, skaidrs, ka es nedaudz Nu, давайте paviezīju реально krāsas, bet подумаем. reāli padomājiet. Неважно, платок, опоясание. Nav svarīgi sviedrauts, kabats У тебя lakatīši. написано даже, что пришел, да? Nē, sviedrauts. Еще раз читай. Un apģērba gabalus, kas bija Все klāt читай. pie viņa miesas. Viņi no slimībām tika dziedināti un ļaunie gari Вот что важно. izdzīti. Что было близко к его телу. Kas tad svarīgi, ka bijuši klāt pie viņa miesas. То есть Павел настолько был пропитан Богом, Tad Pāvils bija tik ļoti piepildīts ar Dievu, что даже его одежда kad pat viņa apģērbs наполнялась, piepildījās, пропитывалась piesūcinājās Богом. ar Dievu. Что бесы это чувствовали. Un dēmoni to jūta. Я знаю одного пророка, Es zinu vienu pravietu. который говорит, что мне поначалу было очень трудно общаться с людьми, Viņš teica, ka viņam pašā sākumā bija ļoti grūti komunicēt ar cilvēkiem, потому что они в духовном мире плохо пахнут. jo viņi garīgajā pasaulē slikti smakoja. Когда они плотские, Tad, kad viņi ir miesīgi, душевные, garīgi, Нет, ne, душевные, veseliski, не ходят в духе. nestaigā Мне garā, было сложно, мне все пахло. jo Ну, viņam bija неприятно. grūti, jo visu laiku viņš jūto smaku. Мне надо было привыкать и приучаться. Viņam bija jāpierod pie šīs smakas. Представляете? Iedomājieties, Бесы знают в духе, в духовном мире чувствуют тебя, читают тебя. gari zina garīgajā pasaulē tevi, viņi lasa tevi, Что ты кушаешь, ko tu ēd, чем ты наполнен. ar ko tu esi piepildīts. Для них это не что-то запечатанное. Viņiem tas nav kaut kas aizīmogots. Опять же, Павел приходит в какое-то место, и он там один. Tad Pāvils aiziet uz kādu vietu, un viņš tur ir Просто viens. представим город, да? Vienkārši iedomājieties А pilsētu, о нем уже слышали во всех окрестностях, Bet что par есть viņu- такой Павел. bet jau viss apkārtnes zināja, ka ir tāds Pāvils. Я не понимаю, что Павел к нам прийти не может, и мы его не уговорим, потому что этот человек исключительно водимый Духом и идет туда, куда Дух ведет.
Tad Pāvils bija svētā gara vadīts, un viņš gāja tikai tur, kur svētās gars viņu vadīja. Un tie cilvēki saprata, ka viņi nevar viņu uzaicināt pie sevis, tur, kur viņi atrodas. Если мы скажем, допустим, сейчас мне позвонят, ну, условно, давайте рисуем, Павлу звонят с Риги, приедь к нам, ты нужен нам в Риге. Vienkārši uzņemēsim tā, ka tagad Pāvēlam zvana no Rīgas un saka, atbrauc, tu mums esi А Павел vajadzīgs говорит, я не Rīgā. могу, мне влипает, дух влечет. Bet viņš saka, es nevaru, man svētais gars vēt uz А lielāku. через неделю? Bet pēc nedēļas, А через неделю я уже буду в Вильнюсе, туда bet дух pēc ведет. nedēļas es jau būšu Viļņā, A tur через vēl год? gars. Un pēc gada, Не знаю, я не хожу чувствованиями, я хожу верою. Может быть, буду уже в Америке. es nezinu, es nestaigāju miestā, es staigāju garā, un varbūt pēc gada es būšu Amerikā. Хорошо, что придумать? Labi, ko lai Ну, izdomā? хотя бы платок нам дай свой. Nu, vismaz iedot savu sviedrautu, Да. Хотя бы опоясание какое-либо дай от своего тела. vismaz iedot kādu apģērbu gabalu no savas Павел miesas. говорит, это могу, пожалуйста, берите. Viņš Раздает saka, to одежду. es varu, un viņš vienkārši visiem izdala. И мы видим результат, и люди mēs начинают redzam. верить. Rezultāts cilvēks sāk И ticēt. они говорят, надо еще раздеть Павла больше. Viņi saka, vēl vairāk jāizdara Pāvils. Ничего, купим ему новое, но пусть дает старое. Nopirksim viņam jaunu, bet lai dod veco. Наверное, поэтому Павел говорит, я забываю прошлое, то есть старое, простираюсь только вперед. Tāpēc varbūt Pāvils saka, es aizmirstu to, kas ir aizmugurē veco un tiecos uz jaunām Я lietām. старое скидываю, беру новое, что Господь дает. Es veco nometu un ņem tikai jauno, ko Dievs dod. Вы понимаете, драгоценное, что во всех этих историях люди инициировали Jūs saprotat, ka visos šajos stāstos cilvēki inscenēja исцеление, чудеса, знамения, освобождения. brīnumus, atbrīvošanu, dziedināšanu. Мы вчера уже мы ехали с Вильнюса сюда домой, Mēs braucām vakar rīt no Viļņas atpakaļ uz mājām. и мы почему-то все отталкивались об том воскресенье, когда Вика упала. Un es nezinu, kāpēc mēs visi visu laiku atdūrāmies pret to dievkalpojumu, kur Точка Vika отсчета. nokrita. Tas bija kā tāds atskaites punkts. И я вас уверяю, Un es jums apliecinu, я ничего не сделал для того, es neko nedarīju priekš чтобы tā, то происходило, что происходило. lai notiktu tas, kas te notika. Лаура говорит, я пожалела, что у меня записи не было. Laura teica, man tik ļoti žēl, ka man nebija ieraksts. Я пророчествовал ей. Es viņai pravietoju, И человечески un cilvēcīgi я сомневался, es šaubījos, потому что я ее знаю. tāpēc, ka es viņu zinu. И те вещи, которые я пророчествовал, Un tās lietas, par kurām es pravietoju, я некоторые знал из них. bet dažām es zināju no tām. И я где-то блокировал то, что выходило из меня. Un es kaut kur bloķēju to, kas nāca no manas ārā. Из-за такой мысли. No tādas Не domas, скажет ли Лаура, что я это себе придумал, потому что я ее знаю? vai neteiks Laura, ka es esmu to izdomājis, tāpēc, ka es viņu ļoti И я уже pazīstu. хочу закончить. Un es jau gribu А оно nobeigt, выпирает. bet tas nāk ārā. Вика стоит рядом. Vika stāv blakus. И ой, я не могу. Oi, es И nevaru. я понимаю, что это Бог, а я ничего для этого не Un сделал. es saprotu, ka tas ir Dievs, un es Вообще. neko priekš tā nedarīju. И мы ехали в машине, и каждый кто-то свою точку, со своей точки зрения рассказывает это, говорит, ну, когда вот это воскресенье, когда Вика упала и начинает рассказывать, и мы смеемся, конечно, все. Jā, un tad, kad mēs braucām mājās, un katrs kaut ko stāstīja, dalījās par savu, un tad tas atskaites punkts bija visu laiku tas, ka tad, kad Vika nokrita, tas dievkalpojums, Да, mēs оно visi было smējāmies. сильным, такое Tas мощное. bija spēcīgs, jā, tāds varens. Драгоценное, и я прихожу просто к одному консенсусу. Tad es nonāku pie viena koncentra. Ну, резюме. Rezumē, jā. Когда люди жаждут, Kad cilvēki slāpst, они как пылесос просто вытягивают, и все. viņi kā putekļu sūcējs vienkārši izsūc. Я замечал это, когда я еду куда-то, Es esmu to ievērojis, ka es kaut kur там, braucu, где люди жаждут, tur, kur cilvēki я slāpst. вообще ничего для этого не делаю. Es vispār priekš tā neko nedaru. Есть моменты, когда ты прям готовишься, ты взываешь, ты просишь Бог, что ты хочешь сделать, как ты будешь двигаться, ты ищешь Его волю. Ir tādi momenti, kad tu, protams, lūdzi Dievs, ko tu gribi parādīt, pateikt. Как ты хочешь, как ты, Иисус, хочешь послужить людям. Kā tu, Jēzus, gribi kalpot И cilvēkiem. Он мне дает определенные вещи, что кому сказать, за что помолиться, что связать, что отрезать. Viņš man dod konkrētas lietas, par kuru lūgt, kam ko atraisīt, ko nogriezt kādas А lietas. на этом служении ничего я не готов. Я просто подготовил слово. Bet šajā dievkalpojumā es tikai sagatavoju vārdu. Я был сконцентрирован на слове, которое Бог мне дал. Es biju koncentrēts uz vārdu, ko Dievs man iedeva.
А то, что он делал потом, я просто наслаждался. Bet to, ko viņš pēc tam darīja, es vienkārši to Я baudīju. пришел домой, во мне что-то было по-другому. Es aizgāju mājās, un manī bija kaut kas Мысли savādāks. другие, Domas savādākas, желания другие, vēlēšanās savādākas, потребности поменялись. prasības nomainījās. Понимаете? Что-то произошло. Kaut kas notika. Вопрос, насколько я это удержать могу, это тоже, да? Un, protams, jautājums, cik Каждый из daudz нас. es to varu То есть. noturēt. Каждый из нас, как мы это Katrs можем no удержать. mums. Так вот, драгоценные, я хочу вам... Первая история. Возвращаемся к первой истории. Tad pirmais stāsts, cik es Она esmu показывает нам, Tas parāda mums, что Иисус kad Jēzus доступен. ir pieejams Даже тогда, pat tad, когда к Нему трудно подобраться. kad pie viņa ir grūti Ну, я просто pieiet. физически вам показываю в тот Es момент, vienkārši хотя fiziski к rādu tajā Иисусу мне brīdī. трудно добраться. Lai gan pie Jēzus nav grūti pieiet. К Иисусу трудно добраться по одной причине. Pie Jēzus grūti pieiet vienā. Когда здесь Дом Совета, Tikai tā, jo Bazar. te ir базар. tirgus galvā. Когда тут много, 1000 мыслей, проблем, я плохой, у меня все плохо, я некрасивый, ну тогда. Tad, Да? ja tev galvā ir visādas domas, es esmu neglīts, viss Это. ir slikti, un jā. Это есть прообраз того, когда много людей теснят Иисуса, и ты не можешь к Нему прорваться. Но хотя бы, если прикоснусь. Tas ir obraz. Да, это образ, тайлс. Tas ir tēls tam, kad visam tam cauri vienalga tu tiecies, un ja es tikai pieskaršos Если viņa даже тень dvēselē, Петра осенит меня, ja tikai Pētera ēna pieskarsies man, несмотря на все трудности, neskatoties uz visām несмотря grūtībām, на все тяжести, neskatoties uz visām депрессию, grūtībām, depresijas, боль, sāpēm, чему? tumsai, Недостаток, nepietiekamībai, неисполнение моих ja желаний, nepiepildās mans vēlēšanās, недосягаемости моих чудес. ja man ir brīnumi nesasniedzami, Хотя бы если тень Петра, ja tikai Pētera или ēna, хотя бы если прикоснусь, ja tikai pieskaršos, или хотя бы платок положите на меня. vai tikai ja sviedrautu uzliks uz manis. Я помню, Es atceros, когда мы ездили в Елгаву, kad mēs braucām uz Jelgavu, одна сестра, viena māsa, она постоянно с платками приходила к нам. viņa vienmēr nāca kabatslakatiņā. Не было платков, она брала просто салфетку со стола. Ja Пастор, nebija помолитесь. kabatslakatiņš, Я viņa пойду ņēma туда, salveti no я galda un возложу teica, на mācītājs, кого-то. lūdziet, es iešu un uzlikšu šo. Я вообще не думал об этом, забывший был про Es jau это. aizmirstu par to. А она приходила, и я молился. Viņa Я nāca, прям un с es верой lūdzu. молился. Es vienkārši vienmēr Мы lūdzu. с Дзинтером молились. Mēs ar Dzintaru lūdzām. Потому что она имела веру. Tāpēc, ka viņai bija ticība. Все, что от меня требуется, это просто дать ей по вере. Viss, kas no maniem tika prasīts, vienkārši Потому iedot что viņai тот, pēc кто во ticības. мне, Tāpēc, ka tas, kas ir manī, Он великий, tas ir varens. Он всемогущий. Viņš ir Это visvarens. не я, Tas neesmu es. но те слова, Bet tie vārdi, которые Он мне dал, kuru viņš man deva, несут дух и жизнь. nes garu un dzīvību. Потому что это Он такой. Tāpēc, ka viņš ir Это Его tāds. Слово. Tas ir viņa vārds. Это Он. Tas ir viņš. Понимаете, драгоценные? Saprotiet, dārgie. Когда в этом миру мы привыкли, Kad šajā pasaulē mēs esam pieraduši, есть границы, kad ir robežas, есть места, куда нам нет доступа, kad ir vietas, kur mums nav pieejas, есть, допустим, в больнице, да? piemēram, slimnīcās, Есть двери, в которые ты не войдешь без спецкарточки, без спецключа. ir vietas, tad, kur tu nevari iet bez speciālas atslēgas vai kartiņas. Когда ты в гостинице, Kad tu esi viesnīcā и ты оставил, у тебя есть ключ от комнаты, un tev ir atslēga no istabiņas, дигитальный, да? digitālā Карточка. kartiņa, И ты хочешь подняться наверх, un tu gribi pacelties augšā, а ты не можешь подняться, пока ты не приложишь тот же ключ двери своей комнаты к лифту, tu ну, в nevari лифте, то есть. pacelties, tad uzbraukt augšā uz savu istabiņu, ja tu to pašu atslēgu nepieliec liftā. И если ты живешь на 4 этаже, Tad, ja tu dzīvo 4. ты на stāvā, 5 не поднимешься. tu uz 5. Nevarēsi Потому aizbraukt. что ключ позволяет тебе подняться на тот этаж, где тебе есть доступ. Tāpēc, ka šī atslēga ļauj uzbraukt uz to stāvu, kur tev Первый, ir pieeja. второй, Pirmais, третий otrais, trešais. можешь Vari подняться, pacelties. и 4, где ты Un живешь, 4. можешь. kurā tu dzīvo, arī var. На 5 не можешь, 6 5. не nevar, можешь. 6. nevar. Туда может подняться только тот человек, у которого есть ключ соответствующего уровня Tur доступа. var uzbraukt tikai tas cilvēks, kuram ir atbilstoša atslēga. С верхнего этажа No augšējā можешь stāva. спуститься прямо в гараж. Tu vari nolaisties kaut Pogreb. kur uz garāžu, uz pagrabu. Понимаете? Saprotiet? Сверху вниз опуститься легко, дорогие. No augšas lejā braukt ir А наверх ļoti подняться трудно. viegli, bet augšā ir Поэтому grūti давайте, uzbraukt. драгоценные, Tāpēc я бросаю вам вызов. es jums dodu Я izaicinājumu. бросаю вам вызов. Es jums dodu izaicinājumu. Давайте творить для Иисуса Darīsim priekš Jēzus больше. vairāk.
То есть наша жажда, Tad mūsu slāpe, наш огонь, mūsu uguns, наше желание mūsu vēlēšanās способно ir spējīga активизировать aktivizēt. еще до сегодняшнего дня миру невидящие Vēl чудеса. līdz šai dienai neredzēts brīnums. Дорогие, я реально в это верю. Es reāli tam ticu. Почему я в это верю? Kāpēc es tam Потому что ticu? я читаю Писание. Tāpēc, ka es lasu И я rakstos, вижу, что там это есть. un es redzu, ka tas tur ir rakstīts. Смотрите, есть люди, которые критикуют и говорят, в Библии это не написано. Un ir cilvēki, kuri kritizē un saka, Bībelē tas nav rakstīts. Но тень Петра, когда начала исцелять, Bet Pētera ēna, kad sāka до этого dziedināt, тоже этого не было написано в Библии. līdz tam tas arī nebija rakstīts Bībelē. Оно записано в Библии по той причине, что были люди, которые это сделали. Tas ir rakstīts tā iemesla dēļ, lai cilvēki to darītu. Понимаете? Jūs saprotat? И вы все знаете, что Деяние 28 глава, Un jūs ziniet, kad apustuļu darbi 28. nodaļa, как она заканчивается? kā viņa beidzas. Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Sludinādams Dieva valstību un drosmīgi un netraucēti mācīdams par kungu Jēzu Kristu. Если бы вы купили книгу за 20 евро, Ja jūs nopirkāt grāmatu par 20 eiro, и она закончилась бы так, un viņa tā beigtos, вы бы, наверное, потребовали свои 20 евро назад, сказали, заберите эту книгу, у нее нет конца. un jūs droši vien nādot atpakaļ to grāmatu un pateiktu, savāciet Что to за grāmatu, бред? viņai nav beigas. Ни kas tā пожелания, nav ни nekādas слов novēlējums, благословения, nekādas svētības vārdu, ни наставления, ни как двигаться. nekā iet uz Заберите priekšu. свою книгу, дайте 20 евро обратно. Savāciet savu grāmatu un atdodiet 20 Да мне даже eiro. эти 20 евро не надо, вы книги просто научитесь писать. Man nevajag arī vispār tos 20 eiro, bet iemācīties А grāmatas. Дух Святой lasīt, хочет rakstīt. показать нам просто. Bet svētais gars grib mums Дорогой, parādīt. пиши дальше. Dārgais, Пиши raksti дальше. tālāk, Дорогой, raksti tālāk. пиши дальше. Dārgais, Как? raksti tālāk. Проповедуя Kā? Царствие Божие, Sludinādams Dieva творя valstību, чудеса, darot brīnums. делая, выполняя великое поручение Господа. Dariet vareno Dieva pavēli. Идите по всему миру, Ejiet pa visu pasauli. делайте учеников, Dariet par mācekļiem. уча их, Mācot viņus. заповедуя им, то есть уча их делать все, что я заповедовал вам, говорит Darīt Иисус. viņiem visu to, ko es darīju. А Saka что Jēzus. Иисус говорил ученикам? Bet ko Jēzus teica mācekļiem? И больных исцеляйте, Slimos мертвых dziediniet, воскрешайте, mirušos бесов augšām celiet, изгоняйте. dēmonus izdziniet, Идите, проповедуйте Царство Небесное. ejiet sludināt Dieva valstību. Это Он научил своих учеников. To viņš mācīja saviem mācekļiem. А нам дал повеление научить других так Bet делать. mums deva pavēli citus tā Потому apmācīt. что дела, то есть слова без дел, Tad vārdi bez ticības, это ничего. tas nav nekas. Значит, если мы проповедуем Царство, Ja mēs sludinām valstību, то оно должно быть продемонстрировано в силе, как это делал Иисус. tad tai ir jābūt demonstrētai spēkā, kā to darīja Ну, Jēzus. аминь, хотя бы Аминь. 1,5 человека. Драгоценный, любой из вас Ik viens no jums это может делать. to var darīt. Любой. Jebkurš no jums. Речь тут не идет о тебе, а если я не смогу? Un te neiet runa par to, ka, jā, nu es Так nevarēšu. это не ты. Tas neesi Все, что tu. ты должен сделать, Viss, kas tev ir jādara, увидеть человека, jāredz cilvēks, увидеть его нужду, ir redzēt viņu увидеть vajadzību, его боль redzēt viņu и sāpes сказать: Иисус, un teikt, а как Jēzus, бы ты помог? kā ja es tu Я palīdzētu? хочу помочь. Es gribu Давай palīdzēt. вместе сделаем это. Daram to kopā. Ему так больно. Viņam tik ļoti Он sāp. страдает. Viņš cieš. Я хочу ему помочь. Es gribu viņam Когда palīdzēt. Иисус видит это сожаление внутри тебя Он к так- человеку, Ja es redzu šo līdzcietību pret šo он уже cilvēku, побежал впереди тебя. viņš jau skrien tev Главное, pa чтобы priekšu. твое тело, руки, ноги успевали за Иисусом. Galvenais, lai tavas rokas un kājas Он говорит: spētu tikt Jēzu возложите līdzi. руки на больных. Uzlieciet rokas uz slimajiem. Можете даже не молиться, Varat pat nelūgt. потому что я исцеляю, а не ты. Tāpēc, kad es dziedu, nu ne tu. Вот и все. Un tas arī viss. Вот и все, Un дорогие. tas arī viss. Насколько бы ты был безнадежен, Lai cik tu būtu bezcerīgs, насколько бы был безнадежен человек, vai cik bezcerīgs būtu твой cilvēks, сосед, знакомый, коллега, друг, tavs paziņa, kolēģis, draugs, насколько бы было безвыходна его vai ситуация. cik bezizējas, ka būtu viņa situācija. Слушай, если тень может исцелять, Klausies, ja pat ēna var dziedināt, если платки могут ja исцелять, vienkārši sviedrauti var dziedināt, пропитанные Богом, kas ir piesūcināti ar Dievu,
то я думаю, что ты tad es domāju, ka можешь больше, tu vari vairāk. если ты ходишь с Иисусом. Ja tu staigā ar Jēzu. Хорошо, и теперь вы спросите, дорогой, Un tagad jūs jautāsiet, я dārgais, понял все, да. es visu sapratu. А что, давайте так. Darīsim tā. Есть часть, зависящая от нас. Ir daļa, kas ir atkarīga no mums. Вы знаете, какая она? Jūs ziniet, kā tā ir? Сейчас, секундочку, я Tūlīt открою. sekundīti Я es себе attaisīšu. в телефоне уже сохранил это Es место telefonā Писания. jau to saglabāju. Сейчас я открою Библию в Tūlīt es телефоне. attaisīšu Bībeli. 1 Коринфянам, 1. korintiešiem, 15 глава. 15. nodaļa. Давайте прочитаем с 9 стиха. Izlasīsim no 9. panta. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодать Божьею есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Аминь. Jo es taču esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli, tādēļ, ka reiz es vajāju Dieva draudz, bet no Dieva žēlastības esmu tas, kas esmu, un viņa žēlastība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies, taču ne es, bet Dieva žēlastība, kas ar mani. На этом местописании мы закончим. Un uz šīs raksturvietas Но mēs тут arī есть nobeigsim. несколько моментов. Bet te ir daži momenti. Смотри. Skaties, «Ибо я наименьший из апостолов». es esmu vismazākais no Может быть, apustuļiem. самый меньший здесь в церкви. Varbūt tu esi vismazākais šeit draudzē, Но есть что-то, bet ir kaut kas, называется благодать, kas saucas которое может žēlastība, сделать через тебя больше всех здесь. kas var izdarīt caur tev daudz vairāk. Но смотрите, что важно. Bet skatieties, kas ir svarīgi. Он говорит, благодать Божья не была тщетна во мне. Viņš saka, ka Dieva žēlastība manī nav bijusi veltīga. Это благодать, это способность сделать то, чего ты не умеешь. Šī žēlastība ir darīt kaut ko, ko tu nemāki. Это способность производить то, чего ты сам не умеешь. Spēja darīt kaut ko, ko tu pats nemāki. И он говорит, вот эта благодать не была тщетна. Un viņš saka, ka šī Она žēlastība была nav bijusi veltīga. доступна во мне во всей полноте. Viņa ir bijusi pieejama manī visā pilnībā. И я Un es не бездействовал. nebiju vēl Bezdarbībā. bezdarbībā. Jā. Я позволил ей действовать. Es ļauju tai И он darīt. говорит, я более их всех потрудился. Es vairāk par visiem esmu То есть я pūlējies. делал все возможное, где благодать могла проявляться. Es darīju visu, kur žēlastība varēja parādīties. И он, впрочем, говорит, впрочем, это же и не я, но благодать, но я не воспрепятствовал. Tas neesmu mēs, bet tā ir žēlastība, un es viņai nestāvēju pretī. Я позволил ей течь через Es меня. ļāvu tai plūst caur Если mani. Дух вел меня туда, Ja gars mani Я veda tur, там. es esmu tur. там чудеса, Tur brīnumi, потому что благодать производит. tāpēc, ka Значит, žēlastība номер dara. один, дорогой, Tad pirmkārt, ты должен пребывать в благодати. tev ir jābūt žēlastībā. Номер два, Numur ты 2. должен позволить благодати работать в тебе и течь безгранично. Tev ir jāļauj žēlastībai darboties tevī un plūst caur Она tevi доступна. bezgalīgi. Tā ir pieejama. Безгранично. Bez Вопрос, robežām. насколько ты себя предоставишь. Jautājums, cik ļoti tu sevi tam, Насколько ты Nodos. позволишь течь ей через cik тебя. tu ļausi viņai tecēt caur tevi. И номер caur 3. tevi. Un 3. Насколько ты осознаешь Cik ļoti tu apzinies важность благодати. žēlastības Это вообще-то надо svarīgumu. было с первого, по первый пункт поставить. Vispār to vajadzētu likt kā Насколько pirmo ты punktu. в ней пребываешь, насколько ты понимаешь, что она просто в тебе не по твоим заслугам. Tev ir jāsaprot, ka tā žēlastība ir tevī ne pēc taviem nopelniem. Она есть в тебе Tā ir tevī не по твоим заслугам. ne pēc taviem Как nopelniem. только ты хочешь заработать, Kā tik līdz tu gribi nopelnīt, благодать перестает работать. žēlastība beidz darboties. И тогда получается, что она тщетно пребывала, или уже даже и не пребывает. Это зависит от уже твоего состояния. Tad no tava stāvokļa ir atkarīgs tas, ka tas var, žēlastība var vispār vairs nebūt. Благодать доступна 7:24. Žēlastība ir pieejama 24/7. Благодать работает в любом из нас. Žēlastība darbojas jebkurā no mums. Если ты пребываешь в ней, Ja tu esi tajā, она пребывает в тебе, tā ir tevī, и ты не препятствуешь ей действовать. un tu nestāv pretī tai darboties. Даже когда ты не умеешь, Pat tad, kad tu даже ты nemāki, говоришь, я не могу, pat tad, kad tu saki, es даже когда ты nevaru, говоришь, я не знаю как. es nezinu kā, Все герои Библии, visi Bībeles varoņi, не все, но условно давайте. ne visi, bet nosacīti, Гидеон, Gideons, Моисей, Mūzus, да,
Я косноязычный, не могу говорить. Es raustu valodu un es Да. nevaru runāt. Гедеон. Я Gideons, самый меньший и самый бедный в племени моем. es esmu pats mazākais un nabadzīgākais savā ciltī. Бенихин, Benijs Hins, когда он встал на служение, kad viņš sāka savu он был kalpošanu, косноязычным. viņš raustīja И valodu. когда он вышел за сцену, Бог его мгновение исцелил, когда он начал Kad viņš проповедовать. uzkāpa uz skatu, viņš Dievs tā viņu Видите, dziedināja un viņš драгоценные, sāk поэтому sludināt. суть не в том, что ты можешь. Tas nav par to, ko tu vari, Чем меньше можешь ты, jo mazāk tu vari, чем не способен ты, jo nespējīgāks tu тем esi, больше места благодати. jo ir vairāk vietas žēlastībai. Лаура, тем больше места благодати Laura, jo vairāk vietas ir žēlastībai в твоей жизни, tavā чтобы dzīvē, она действовала через тебя. lai tā darbojas caur tevi. Чем больше ты осознаешь свою слабость, Jo vairāk tu atzinies savu тем больше vājību, Бог может через себя действовать. jo vairāk Dievs var darīt caur Вот и tevi. все. Tas arī viss. Вот и все. Tas arī viss. Вот и все. Tas arī viss. Я прошу вас, драгоценные, Es lūdzu jūs, dārgā draudze, живите в благодати. dzīvojiet žēlastībā. Когда я написал в поисковике «благодать» Tad, kad es meklēju meklētājā žēlastība в телефоне, telefonā, прочитайте все местописания так в izlasiet телефоне. visas rakstu vietas, Чем Павел благословляет? ar ko Pāvils Благодать и svētī. мир с вами да пребудет. Lai žēlastība un miers ir ar Благодать jums. Господа Иисуса нашего Христа с вами. Видите, постоянно. Patstāvīgi. Благодать Господа Dieva žēlastība с вами. ir ar jums. Да пребудет на вас. Lai tā ir Или uz jums. просто пишет благодать. Vai vienkāršāk Вот žēlastība. прочитайте все местописания. Их много. Izlasiet visas rakstus. Даже в книге Откровения Pat atklāsmes начинается grāmatā благодать. И sākās такой. žēlastība. Благодать. Žēlastība. Я хочу вас сегодня благословить. Es gribu jūs šodien Мы будем svētīt. принимать хлебопреломление.